Кто обязан держать пост теперь? Обязан держать пост каждый мукаллаф. Мужчина или женщина, без разницы. А кто такой мукаллаф? Мукаллаф это достигший половую зрелость. Половая зрелость достигается следующим путем. Есть 3 условия. Первое, то есть наличие одной из них, он уже мукаллаф, он уже достиг половой зрелости. Это 15 лет по лунному календарю. Любой мальчик или девочка, который достиг 15 лет по лунному календарю, он уже мукаллаф, он уже достиг половой зрелости. Второе, бывает раньше 15 лет, выделение мани. То есть выделение мани это выделение спермы. Или у мальчика, или у девочки. Это во сне, или сам вызвал, или без разницы каким путем. Если было выделение мани, то он уже достиг половой зрелости, или она. И третье, это у девочек бывает менструация. Если одно из этих 3 есть или произошло, значит он достиг половой зрелости. Значит, мукаллаф это тот, который достиг половой зрелости, разумный. Отсюда понимаем, что тот, который сумасшедший, он не обязан держать пост. Мы не говорим ему держать пост. Он не отвечает за свои поступки. Он лишен ума. Хотели я предупреждать, иногда используют слово душевно больной, но душевно больной не совсем подходящее, так как иногда есть люди, которые боятся темноты или боятся выйти на улицу. Они разумны, мыслят как положено. Или у них не налаживается в жизни, у них не могут они устраиваться, мыслят не так, как надо, но разумнее, они не сумасшедшие, они мукаллафы. Есть люди, которые любят убивать, маньяк. Они же его душевно больным называют, который любит убивать людей. Но он не сумасшедший, то есть он не лишен ума. Мы говорим, является мукаллафом тот, который разумный, то есть не сумасшедший, не лишен ума. Значит, он обязан держать пост. Также обязан держать пост тот, который является мусульманином. Не мусульманину мы не говорим держи пост. Но это не означает, что он в судный день за это не будет отвечать. Условия принятия благих дел быть мусульманином. Один из столпов ислама это поститься в месяце Рамадан. От немусульманина не принимается, пока не примет ислам. Поэтому не мусульманину говорим прими ислам, потом держи пост. Мы не говорим ему сразу держи пост. Сначала мы говорим прими ислам, потом говорим ему держи пост после того, как примет ислам. И здесь для уточнения, это опять повторю, не означает, что он в судный день не будет за это отвечать. В судный день будет отвечать, будет с него спрос, почему не принял ислам, почему намаз не выполнял, почему пост не держал, закат не делал и так далее. Значит, каждый мусульманин, если он в состоянии держать пост, то есть не болеет, если он есть болезни, которые не позволяют человеку держать пост, то он обязан держать пост. Есть и другие исключения, мы о них будем говорить. Да. Соблюдать пост не обязан неверующий, то есть от него не требует соблюдения поста до принятия ислама, а также сумасшедший и ребенок. Но попечитель мальчика и девочки мумайзов обязан заставлять их держать пост после достижения ими 7-летнего возраста, если держать им пост по силам, а также применять физическое воздействие после 10 лет за то, что они его не держат, как об этом уже было сказано в разделе обязанности попечителя. Значит, как было сказано, от неверующего пост не принимается. Поэтому не говорится ему держи пост, говорится ему прими ислам сначала, будь верующим. Тогда, после того, как он становится верующим, тогда говорится ему, чтобы он держал пост. Также
ребенок не обязан держать пост. К ребенку мы вернемся. И сумасшедший, у которого, тот, который лишен ума, он не мукаллаф, он не отвечает за свои поступки. То есть не мукаллаф, это означает в судный день ни за что не отвечает. В тот период, когда он является не мукаллафом. Вот это означает. Когда он лишен ума, значит он не соображает, он не знает, что делает, и спроса с него нету. Как животные. Животные, они не имеют разум, поэтому они не отвечают. Или, чтобы вернее, поэтому не приказано им соблюдать определенные ритуалы. Также мы говорили, ребенок не обязан держать пост, но его родители или попечители обязаны этому ребенку приказать, чтобы держал пост при наличии 3 условия. Первое. Он мумайез. А кто такой мумайез? То есть, если в дословном переводе, он различает. Мумайез это тот, который понимает обращенную к нему речь и осмысленно отвечает. То есть, когда ты ему задаешь вопрос, он понимает, что ты у него спрашиваешь. И он осмысленно отвечает, думает и отвечает. Например, говоришь ему, сколько в месяц пятниц? Он говорит 4. Может, его просто учили его, что так, 4 пятницы в месяц. Но если скажешь, а в 2 месяца сколько? Если он знает ответ, то есть мыслит, то значит он мумайез. Или, например, задавать ему такой вопрос, при ком твоя мама может снять платок и при ком обязана носить платок? То есть аура закрывать. Если он понимает такие вопросы и осмысленно на них отвечает, значит он мумайез. Некоторые ученые говорили, что мумайез является тот ребенок, который самостоятельно кушает и пьет, и самостоятельно ходит по нужде. Ну, то есть, по малому и по большому, он не пачкается, он может самостоятельно, и когда кушает, он аккуратно кушает, и так далее. Значит, он уже самостоятельный, он уже мумайез. Первое условие. Второе, 7 лет ему. Если ему 7 лет, мы поняли, мумайез это состояние, то есть, он различает. Говорится о сумасшедшем, что он не мумайез. Почему? Он не различает между добром и злом. Он не различает то, что ему принесет пользу, и вредит ему. Поэтому и сумасшедший можно говорить, он не мумайез. И маленький ребенок, двухлетний ребенок иногда такие вещи делает, которые видно, что он не знает, что это навредит ему. Значит, первое условие мумайез, второе, достигший 7 лет по лунному календарю. Если ему 7 лет. И третье условие, ему держать пост по силам. То есть он в состоянии держать пост. Он может держать пост. Попечитель обязан приказать ему держать при наличии эти 3 условия. Если одного из них нету, то попечитель не обязан. Когда мы говорим обязан, значит, если попечитель не говорит ребенку, которому 7 лет, и он мумайез, и он может держать пост, если отец, например, его попечитель отец, не говорит ему, чтобы он держал пост, не приказывает ему, то отец попадает в грех, но ребенок не попадает в грех. Мы говорили, ребенок не пишется ему грех, пока не достигнет половой зрелости. Но отцу пишется грех, так как он обязан был приказать сыну или дочери держать пост, если они могут это держать. Да. Пост не является обязательным для того, кто не может его соблюдать по причине старости или болезни. Значит, если человек достиг определенный возраст, ну, старик можно говорить, и он уже, когда человек сильно пожилой, ему тяжело даже не то, что держать пост, и ходить тяжело, и двигаться ему тяжело, и обычно они много лекарств пьют, много чего, ну, обычно. То если человек достиг такого возраста,
и он не может держать пост, то у него есть рохса, то есть разрешение не держать пост. Но есть искупление, о котором мы попозже поговорим. Также если человек болен, болезнь бывает хронический, который достоверный врач ему говорит, что эта болезнь, она у тебя постоянно, она лечимая, примерно язва желудка сильная. Бывают язвы лечимые, бывают, которые не лечатся. И достоверный врач мусульман говорит ему, это нелечимая болезнь, и тебя нельзя держать пост, иначе заболеешь, и это навредит тебе. То этот человек может не держать пост. Бывают болезни временные, то есть не хронические. В этот период он болеет, но ожидается его лечение. Также, если достоверный врач говорит ему, что ему нельзя держать пост по состоянию здоровья, то он имеет разрешение не держать пост. Но в отличие от тех предыдущих первых два случая, старик, из-за старости он не держит пост, он моложе не станет. И больной, который болеет болезнью, которая не ожидается, хроническая, не ожидается лечения. Эти не остается этот пост в качестве долга, а что? Искупление дают за каждый день, день в день. А тот, который болезнь у него ожидается, его лечение, временно болеет, то он не держит пост, но потом, когда выздоровеет, он закрывает этот пост или эти дни, которые он не держал, в качестве долга. Когда и как определить, что он болеет? Ученые сказали, подобно болезни, которая позволяет таяммум, также и берется пример, или берется по посту. Мы знаем, когда человек, ему вода вредит, и он делает таяммум, в каком случае? Если он по причине использования воды может умереть, или какой-либо орган испортится, то есть из-за воды может ему ампутировать палец, или будет больше болеть, то есть из-за использованной воды болезнь увеличится, или срок лечения увеличится из-за использования воды. Мог бы увеличиться за 5 дней, но использовал воду, 20 дней лечится. Это про таяммум. Здесь по поводу поста также то же самое. То есть, или из-за того, что держит пост, бывают некоторые астматики, нужно им что-то употреблять, чтобы дыхание пошло. А если он держит пост и не употребил, может умереть, то в этом случае он может не держать пост. Бывает, какой-либо орган испортится, из-за того, что держит пост, ослепнет, например, или оглохнет, то он имеет рухса не держать пост. Или если он будет держать пост, его болезнь будет прогрессировать, больше будет болеть. И четвертый случай, если, например, он лечится, и если бы не держал пост за 5 дней вылечился, а если будет держать пост, то за 20 дней будет выздороветь, то в этом случае тогда он тоже имеет рухса не держать пост. Кто определяет? Мусульманин, врач достоверный. Врач, мусульманин достоверный. Он ему говорит, не держи пост или можешь держать пост. Этот больной, о котором мы говорили, после того, как выздоровеет, эти дни, которые не держал в месяц Рамадан, он их закрывает в качестве долга. Искупления нет у него. Да.